Создание базовой модели сохранения языка, культуры, традиций коренных малочисленных народов России. Этой теме был посвящен круглый стол в Международном объединении «Алашара» с участием гостей из Санкт-Петербурга. На встрече поднимали вопросы, которые касались изучения родного языка. Сразу после мероприятия научный руководитель Института лингвистических исследований РАН Николай Казанский и главный редактор «Альманаха» «Русский меценат» Аркадий Соснов стали гостями нашей программы и дали эксклюзивное интервью. Добрый день, Николай Николаевич. Добрый день, Аркадий Яковлевич. Спасибо, что нашли время и принимаете участие в нашей программе. Спасибо, что пригласили. Начнем нашу беседу со знакомства. Нашим зрителям будет интересно, если вы расскажете о цели визита в Карачаево-Черкесию. Я главный редактор «Альманаха» социального партнерства «Русский меценат». Я захватил с собой номер, вот так выглядит наше издание, в котором рассказано о фестивале культурно-спортивном «Народа Абаза», состоявшем прошлым летом. Вот. Мы сделали большой материал, я покажу просто несколько страничек. И этот фестиваль на меня произвел очень большое впечатление, потому что за много лет своей журналистской практики я нигде не видел такого внимания и заботы к сохранению языка и культуры коренного малочисленного народа. А абазины именно таковым являются. Но, к счастью, так получилось, что президент общественной организации «Алашара» Муса Хабалич Экзеков и я петербуржцы. Поэтому мы познакомились еще в Петербурге, мы продолжили наше общение, и возник проект о том, чтобы подключить академическую науку к сохранению языка этого удивительного народа. И, пользуясь нашим давним знакомством с академиком Николаем Николаевичем Казанским, который долгие годы был директором Института лингвистических исследований Российской академии наук, сейчас является его научным руководителем, я свел этих замечательных людей. И у нас возникла конкретная модель, как можно наладить это взаимодействие. В делегации была еще замечательный человек, Надежда Михайловна Емельянова. Она лингвист, географ, этнограф, путешественник, журналист. И она представляла книгу... Институт российской истории. Да, и она представляла книгу, посвященную народу Абаза. Вот. И у нас сегодня состоялся плодотворный разговор, был круглый стол, о том, как вот эту самую модель выстроить. И Николай Николаевич не только выступал на этом заседании, но, что особенно важно для меня было, он поговорил с каждым студентом или выпускником университета Карачаево-Черкесского на предмет возможности вовлечь его в этот проект, пригласить на стажировку, а может быть и в аспирантуру в Санкт-Петербург. Николай Николаевич, если можно, вот я обращусь к вам. Вот такой вопрос. Действительно ли сегодня абазинский язык является одним из тех языков, которые подвержены исчезновению? Нет, это неправда, потому что много носителей языка, но для того, чтобы язык развивался, необходимо предпринимать вполне определенные усилия, и должна быть и государственная поддержка, и должна быть воля самого народа. Насчет воли самого народа у меня нету никаких сомнений. Просто вчера мы были в музее, который основал Мухаммед Шмиддинович Туков в Ауле-эль-Бурган. Да, в Ауле-эль-Бурган. И просто видно, с какой любовью относятся к собственной истории и насколько любят свой язык и свой народ. Поэтому здесь никаких, с моей точки зрения, нет оснований думать, что имеется реальная угроза. Но необходимо думать о развитии абазинского языка, о том, как он будет существовать дальше. Понимаете, каждый из языков Российской Федерации – это национальное достояние России.
и мы обязаны его сохранять. Вот Институт лингвистических исследований Российской академии наук занимается в большей мере северными языками. И это наше несчастье, потому что кавказоведение, которое было очень сильным в Петербурге, в данный момент фактически исчезло. И здесь обоюдный интерес. То есть, с одной стороны, будут к нам приезжать ученые для того, чтобы писать диссертации или заниматься наукой с Кавказа, будет и кавказоведение в Петербурге. Пока этого нет, специально заниматься или заниматься языком только по книгам, это не совсем то, что нужно. Соответственно, вот этот круглый стол, который был устроен, насколько я понимаю, благодаря совместным усилиям и правительства Карачаево-Черкесии, и представители и парламента были, и одновременно с этим принимали участие меценаты. Это очень важно. То есть такое объединение общественного и государственного. Значит, вот таким образом был проведен круглый стол по программе создания базовой модели сохранения языка, культуры и традиций коренных народов, так это пышно называлось, а на самом деле речь шла о том, что можно сделать для того, чтобы не произошло коллапса с подготовкой учителей абазинского языка, чтобы правильно развивалось изучение абазинского языка, потому что только в Карачаево-Черкесском университете сейчас готовятся кадры. И здесь, безусловно, и Москва, и Петербург могут оказывать значительную помощь, скажем, в общетеоретической литературе, в общетеоретических взглядах. Соответственно, вот эти проблемы были в центре. Было принято несколько вполне конкретных и интересных решений лингвистического толка, о которых я с удовольствием расскажу. И было принято 3 решения, которые являются общими и которые, наверное, нужно сказать, что предлагалось опыт, который существует именно применительно к абазинскому языку и к абазинской культуре, по возможности распространить как такую базовую модель. Насколько я понимаю, это идея Мусы Хабалевича Экзекова. И в связи с этим Федеральное агентство по делам национальностей тоже должно быть сюда подключено по целому ряду направлений, например, с медиатеками и такого рода. И подготовка научных кадров. Собственно, 3 основных решения. И теперь я готов более подробно рассказать. Николай Николаевич, мне очень сложно вас перебивать, очень интересные вещи вы говорите. Такой вопрос. Как вы относитесь к сегодняшней системе образования, к изучению, к проблематике изучения родных языков? Буквально недавно и на Северном Кавказе, и в других регионах говорили о том, что перейдут на факультативное изучение родных языков. Для вас это приемлемо или все-таки это должно идти, скажем так, на постоянной основе и не факультативом, а как обычный предмет? Вы задаете чудовищно трудный вопрос, потому что на самом деле должны быть созданы условия для хорошего преподавания родного языка. Он должен быть обязательным? Вы хотите столкнуть 2 точки зрения. Точка зрения может быть только одной. Если родители на самом деле являются родителями и заботятся о своих детях, то они идут в школу и пишут заявление: «Мои дети будут изучать родной язык». Если они относятся к своим обязанностям безответственно, то они сидят дома и пьют водку. Соответственно, ребенок не получает того, что он мог получить. Единственный ответ, который я могу дать. Спасибо большое за ваш ответ.
Ну, не обязательно пьют водку, может, просто смотрят телевизор. Может быть, просто смотрят телевизор. Ну, в любом случае, безответственны к своим детям. В любом случае, это безответственное отношение к своим детям, это лишение детей замечательной возможности овладеть еще одним языком. И дальше академик Жермунский, я, к сожалению, вот не настолько образован, чтобы подтвердить или опровергнуть его мнение, но академик Жермунский говорил, что после 18-го языка любой следующий осваивается в кратчайшие сроки. Так что вот есть возможность, выучив всего 18 языков, следующие уже изучать намного быстрее. Но мы знаем, что в вашей многонациональной республике, где 5 титульных наций, есть люди, которые говорят на всех 5 языках. И проблем никаких в связи с этим не испытывают. Конечно, у каждого свои лингвистические способности, но, в принципе, знать родной язык и русский язык – это норма, которая должна нами всячески обеспечиваться всеми методами. Бытует такое мнение, что если нет языка, нет народа. Это действительно так? Ну, это очень близко. То есть, безусловно, там шотландцы в Англии говорят по-английски, но считают себя шотландцами. То есть такие случаи можно найти. Но, в общем, язык, конечно, это то основное, что объединяет народ. И с этой точки зрения нужно заботиться о языке, в том числе и средствами современного языкознания. И сегодня на этом круглом столе говорилось о том, что необходимо создавать корпус абазинского языка, то есть тексты, которые были бы размечены с точки зрения грамматики. Это позволит использовать шире абазинский язык в общелингвистических работах. Одновременно с этим это даст хорошую основу и для школьного образования, для подбора каких-то примеров, каких-то словоупотреблений интересных и так далее. И одновременно с этим комментарии к текстам, потому что отнюдь не все из тех обозначений этнографических реалий, которые уже ушли. Насколько я понимаю, в современной жизни никто не пытается подковывать коров или волов. Между тем это делалось, и специальные названия для подковы, которые для парнокопытных. Да? Значит, эту реалию нужно комментировать, нужно объяснять. И я думаю, что и детям, и взрослым. Я взрослый, но вчера я вот впервые видел такую подкову. То есть, на самом деле, целый ряд вещей, которые нужно делать с опорой на научные исследования. И здесь, поскольку многое сделано для такой обработки материалов в других языках, есть смысл перенять это и применить к абазинскому. В том числе это имеет еще и то преимущество, что новые технологии используются. Корпус данных – это то, что называется большие данные, big data, английское. Соответственно, это может быть интересная задача и для компьютерщиков. Одновременно с этим мультимедийные вещи можно создавать. Сейчас вот я знаю, что созданы мультипликационные фильмы на абазинском языке, но можно было бы делать что-то вроде видеоэнциклопедии. Причем создавая это потихоньку. Речь не идет о том, чтобы там за год 5-10 что-то сделать. Важно, чтобы была длительная программа развития. Потому что, конечно, абазинский язык нуждается и в энциклопедии, многотомной, огромной, с перечнем всех достойных сынов народа, с рассказами о том, что делалось. Но это задача для поколений. И то же самое со словарем абазинского языка. Его не сделаешь или сделаешь такой плохой, что никто им пользоваться не будет. Либо это работа на многие десятилетия. И вот это тот круг вопросов, который сегодня обсуждался. И для этого нужны, естественно, кадры.
которые нужно готовить, безусловно, совместно с Москвой, с Петербургом, с институтами Академии наук. Я все-таки воспользуюсь своим положением и попрошу Николая Николаевича вас обратиться к родителям детей и сказать, насколько важно изучение родного языка. Записывайте, пожалуйста, детей, в первую очередь, конечно, на те языки, на которых вы говорите дома. Это важно, чтобы язык сохранялся. Важно не только для республики, важно это также и для всей России в целом, и для всего мира, потому что каждый язык – это иное осмысление окружающей нас действительности. И не лишайте своих детей способа осмыслить эту действительность своим собственным образом. Спасибо большое. Спасибо, что принимали участие в нашей программе. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.